Зира фимас хтили хопштрам. شرف شغل شو تدير الترابيسرة أبيت يختان. Хара хахуп Израиль. حضرت رجزسكو إسرائيل при медицина а тема ауп уже дышхардрует хасас. Алла Шиндер, медицинский директор международного отдела клиники ТОП Асута. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла, израильская медицина, почему она признается одной из лучших в мире? Чем это подтверждается? Это подтверждается несколькими вещами. Первое, это, конечно, высокая квалификация наших израильских врачей, которые проходят стажировку в Америке и в Европе. Врачи, которые специализируются, специальности, которые разделены на очень узкие специализации, что позволяет в дальнейшем дать постановку правильного диагноза для пациента, а также технологии, которые используются в израильской медицине. Та аппаратура, при помощи которой ставятся те или иные диагнозы. Такая аппаратура, как ПЭТ-КТ, МРТ, ультразвуковая аппаратура. В израильской медицине приняты малоинвазивные оперативные вмешательства, новейшие способы оперативного вмешательства — это использование робота да Винчи. Я хотела бы, чтобы вы нам рассказали вообще о том, как организовано израильское здравоохранение. Сегодня в Израиле существует закон о всеобщем медицинском здравоохранении, то есть сегодня нет израильтянина, который бы не имел государственную страховку. Каждый месяц израильтянин платит определенную сумму за медицинскую помощь, медицинское обслуживание. Если при появлении каких-либо жалоб пациент обращается в свою больничную кассу, таких в Израиле 4, он обращается к терапевту, который в свою очередь направляет его к специалисту. Для каждого гражданина одинаковые условия? Или кто-то платит больше страховку, кто-то меньше? Государственная плата за государственную медицину, она зависит от зарплаты жителя Израиля, да, от доходов. Существуют варианты купить частную страховку, которая является дополнением государственной, и это дает право человеку выбрать определенного врача, которого он хочет, чтобы он его лечил, и где проходить процедуры пациент тоже может выбрать, то есть израильтянин может выбрать при наличии частной страховки. Государственная страховка – это обслуживание только в государственных больницах. Я просто хотела бы уточнить один штрих. Государственная страховка, она обязательно для всех? Даже она обязательно для всех, даже если ты потом дополнительно имеешь частную страховку. Да. Угу. Алла, государственная или частная медицина? В чем разница и что лучше, на ваш взгляд? Государственная медицина – это медицина, где, в общем-то, ты не можешь выбрать специалиста, которого бы ты хотел, если он даже самый лучший в той или иной области. Частная страховка дает, частная медицина, частная страховка дает такую возможность жителю Израиля выбрать специалиста самого лучшего в определенной области, а также он может проходить проверки и процедуры в частной клинике, которая, на его взгляд, может быть самая лучшая в этой области. Есть ли возможность у иностранного гражданина получить медицинскую помощь в Израиле? И я, насколько знаю, вы как раз-таки занимаетесь этим вопросом. Расскажите, как проходит эта процедура, как на вас может выйти пациент, который нуждается в помощи? Пациент может обратиться на наш сайт, написать заявку с вопросом. В течение 24 часов к нему возвращается администратор клиники, а также он получает объяснение по данной заявке от врача, который с ним связывается по телефону. И если и врач предлагает первичную программу пациенту. Если это пациента устраивает, то наш административный отдел занимается логистикой приезда пациента, то есть билетами, встречей в аэропорту, заказом гостиницы или квартиры, или любого другого варианта, что удобно для пациента. И, соответственно, определяется число приезда. К этому числу готовится для него первичная программа, медицинская программа. И когда он приезжает, в принципе, уже приходит к нам в центр, его уже ждут консультации и обследования, которые назначены. Мы это делаем все в очень кратчайшие сроки. Пациент не теряет здесь лишнего времени. А как вы определяете, что этому пациенту необходимо приехать на лечение?
Это определяет врач в разговоре с пациентом, когда пациент озвучивает свои пожелания, а также присылает документацию, если таковая имеется, и те обследования, которые он проходил по месту жительства. А если не имеется возможность обследоваться по пунктам, которые здесь требуют? Если пациент уже имеет на руках какие-либо проверки, мы просим их привести только лишь для сравнения. Если ничего пациент не сделал по месту жительства, естественно, целесообразнее это сделать здесь. Все обычно работает без сбоев? Какие-то бывают, что нестандартные ситуации? Пациент приезжает с одним диагнозом, а он здесь изменяется. Или, например, пациент приехал с каким-то онкологическим заболеванием, а после наших обследований диагноз отменяется. То есть план всего дальнейшего меняется? Меняется, конечно. То есть пациент радостный уезжает домой здоров. Как производится форма оплаты? У пациента есть несколько вариантов оплаты. Предоплаты не существует. Пациент платит конкретно перед каждой процедурой и консультацией. Существует вариант денежного перевода перед дорогостоящими операциями. Это мы позволяем сделать еще до того, как пациент приезжает на счет клиники. Я думаю, наши телезрители поняли, что такое медицинский туризм Израиля и как он организован. Для иностранных пациентов, приезжающих для получения медицинской помощи, здесь созданы самые комфортные условия. Международные отделы клиники организовывают работу так, что больные получали качественное лечение, а также организовывают им экскурсии по стране по желанию пациента. Вот такой пациенткой клиники Топ-Ихилов оказалась 4-летняя Николь Джинджолия, у которой тяжелое генетическое заболевание муковисцидоз. В России Николь помочь не могут, поэтому культурно-благотворительный фонд Ашана на собранные средства граждан Абхазии отправил Николь Джинджолия в Израиль. Об этом в интервью нам расскажет медицинский директор компании Топ-Ихилов Симон Айзенштадт. У нас был первый опыт взаимосотрудничества фонда Ашана с Израилем. Мы прислали к вам девочку с тяжелым заболеванием муковисцидоз Николь Джинджоли, которая здесь получила медицинскую помощь. Хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, как проходило ее обследование и лечение, и с какими результатами уехала Николь. Мы очень серьезно относимся к тому, как мы готовимся к приему пациентов. Поэтому мы знали задолго до ее приезда о пациенте, мы имели все медицинские документы. Я лично обсуждал приезд девочки с ее лечащим врачом, который один из лучших в мире и самый известный в Израиле специалист в муковисцидозе, директор Всеизраильского центра по лечению муковисцидоза, профессор Ори Ефрати, который знал о девочке, который помогал нам составить программу, которую мы составили заранее и отправили в ваш фонд. И вы ее видели и могли потом по этой программе следить за тем, что происходит с ребенком в Израиле. И когда приехала девочка к нам, уже в день ее приезда, после встречи со мной, через 2 часа она уже была на приеме у врача. И в тот же день мы начали уже обследование по заранее готовой у нас программе. Причем болезнь нетривиальная, не все специалисты в ней разбираются. Мы нашли тех необходимых врачей и тех специалистов, которые занимаются именно этой болезнью, специалисты в муковисцидозе. Это и диетологи, это и врачи широкого профиля, это специальная лаборатория, которая работала для нас по тем назначениям, которые профессор Ефрати нам выдал. Более того, мы даже нашли способ на дом к этому ребенку отправлять физиотерапевта, для того, чтобы он на дому с ней занимался с ребенком и с ее мамой, обучал, как правильно себя вести, как правильно делать дыхательные упражнения. В итоге мы вернули ребенка домой с максимальным набором знаний, как себя вести, как наблюдаться, на что обращать внимание, где эта красная лампочка, которая должна загореться у мамы, если вдруг что-то не то, когда вернуться. У них есть приглашение к нам вернуться на дообследование и на последующие ее разы. Мы понимаем сегодня, что с ней нужно делать. У нас нет необходимости, как перед приездом, потратить день-два, сколько было необходимо, чтобы понять ребенка, прочитать документы, понять точно, что ей нужно. Сегодня мы знаем пациента, мы знаем врача, врач знает пациента, то есть так должно быть.
Она приехала в хорошем относительно состоянии, ее состояние однозначно улучшилось. Врач, я с ним беседовал после отъезда, он очень доволен состоянием ребенка. Система здравоохранения Израиля имеет хорошую репутацию в мире, благодаря достижениям в различных отраслях медицины и медицинского образования. И очень важный пункт – доступности здравоохранения для различных слоев населения, а также показателям здоровья израильских граждан. На сегодняшний день в Израиле наибольшее число врачей на душу населения в мире. Израиль входит в первую пятерку лидеров по уровню медицины, а по выращиванию стволовых клеток на первом месте. Всего 0,1% населения заражен вирусом СПИДа, а достижения в области онкологии позволяют сделать выводы, что в Израиле люди не умирают от рака. Еще один показатель качества медицины – детская смертность Израиля одна из самых низких в мире. Продолжая тему детского здоровья, мы предлагаем интервью с детским гастроэнтерологом Аллой Яром. Шалом. Мы несколько дней знакомимся с израильской медициной, в основном с взрослой службой. Какие возможности израильской медицины в детстве? Самое главное в нашей работе – это очень любить детей и заботиться о них. Также важно постараться понять, есть ли в семье какие-то сопутствующие заболевания. Мы всегда обследуем детей в присутствии родителей, чтобы ребенок не боялся, чтобы чувствовал себя комфортно. Маленький ребенок не всегда способен объяснить, что ему мешает, что у него болит. Поэтому мы проводим полное обследование ребенка, слушаем, что говорят его родители, бабушка, няня, если у него есть няня, что они рассказывают о ребенке, о его поведении в саду. Вывод о том, как можно помочь ребенку, мы делаем на основании результата обследования и этих рассказов. Кстати, у нас в медицинском центре Ихилов есть детская больница Дан, в рамках которой происходит основной процесс лечения маленьких пациентов. Меня интересует электронная информационная база. Как вы работаете, как вы следите за здоровьем, за развитием ребенка? Если у ребенка была какая-то болезнь, я вызываю его для проверки, чтобы послушать его легкие и просмотреть анализы крови. Также я получаю результаты анализов из лаборатории, слушаю родителей и стараюсь удостовериться, что они понимают, каковы результаты анализов. Иногда приглашаю их для беседы. Если ребенка госпитализировали, я выясняю, как проходила госпитализация. Ко мне приводят ребенка с выпиской после госпитализации. Если нужно, я направляю ребенка на дополнительные консультации или проверки в больнице, откуда его выписали. Моя работа с ребенком похожа на пинг-понг. Я занимаюсь им снова и снова, пока лечение болезни не будет полностью завершено. Если речь идет о